Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что вот-вот случится с вами? Что вот-вот в жизни вашей поменяется? Будем смотреть на самые ближайшие дни. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем, что покажет, о чем расскажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, будет кровь то, что сейчас у нас скрыто. Высшие силы. Так, мои хорошие, давайте будем разбираться. Напоминаю, что отсыпочка у нас общая. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Что же вот-вот случится? Какая-то генеральная уборка в вашей жизни случится. Причем убирать вы можете как и конкретно, да, какие-то вещи переставлять, там, что-то менять, начищать, вымывать, так и генеральная уборка ваших личных взаимоотношений с людьми, которые вас окружают. Работы будет много, ну вот какая-то необходимость есть, либо появится, да, что-то вас провоцирует именно навести порядок. Ни о чем не жалейте и знайте, что вот это судьбой вам глаза открыты на то, что нужно вносить перемены, нужно чистить свое пространство, нужно чистить общество, в котором вы находитесь. Явно есть там не очень хорошие люди, либо какая-то грязь завелась. Вижу, что прямо желание такое, и необходимость появится, и вы очень хорошо с этой уборкой справитесь. Вот чего бы она ни касалась. Вовремя, к месту это все идет. Вот правильно это все, правильно. Ну, вы сами все поймете. Там результат после этого будет, причем очень скорый результат. Вот сами себе спасибо скажете за то, что вы это сделали. Дальше, мои хорошие, вижу рядом с вами какую-то веселую компанию. То ли вы попадете в эту веселую компанию, то ли эта веселая компания идет к вам. И так можно прочитать с правой стороны. Люди не только веселые, не только активные, не только добрые, но еще и очень полезные. Давайте скажем так, да, будем называть вещи своими именами, либо людей своими именами. Полезные. У людей то ли таланты какие-то есть, то ли знакомства, то ли какие-то особенности, да, которые вам очень-очень пригодятся. Вижу компанию из 3 людей. Кто-то прям постарше, помладше, и кто-то прям совсем маленького росточка идет. Но вам очень повезет попасть в эту компанию, либо встретиться с этими людьми. Вижу, что много толку от этого будет, много пользы, и даже какие-то ваши будущие достижения произойдут благодаря этим людям. Опять же, будете благодарны судьбе за то, что все так удачненько сложилось, что вы с этими людьми там пообщались, познакомились, договорились, да, поддержкой этих людей заручились. Не обманут, не предадут, не подставят. Очень надежные, очень славные люди. Да, к хорошим людям хорошие идут. Вот, этим все сказано. Так, еще кому-то из вас предстоит вот двери открывать, причем вот одна за другой открывается. Может быть, это какое-то странное здание, помещение, вот где двери вот подряд идут, как двойные какие-то двери. Может быть, с одного кабинета в другой будете заходить, вот двери открываете. Причем открывать вы их будете прям ногами. Вот так-то бьете ногой в дверь, и она такая раз и распахнулась перед вами. Ну, я, конечно, не уверена, что ногами будете открывать. Больше, мне кажется, похоже на легко, да, легко вы выполните поставленную задачу. Либо никаких осложнений не будет, да, все перед вами откроется, все для вас будет готово, все к вашим услугам. Ну вот такие двери точно показали с правой стороны. То есть все-таки для вас
либо ваша ситуация именно в этом здании с этими дверьми будет очень удачной. Так, еще кто-то на букву К готовит для вас сюрприз. Но сюрприз такой, немножечко на грани фола. С одной стороны, да, будет очень неожиданно, прям очень неожиданно. Но с другой стороны, возможно, не то, чего вы хотели, либо не то, чего вы ждали. Ну, либо не то, что вам прям так очень понравится, зайдет, либо вас восхитит. Но человек будет стараться. Прям это будет видно и по подготовке, и по подаче. Да, человек очень старается. Ну, как-то, может быть, не угадает, либо не до конца угадает, что на вас произведет впечатление. А человеку очень важно произвести на вас хорошее впечатление. Прям для этого и старается. Человек на букву К, это может быть и мужчина, и женщина. Да, сюрприз такой, плюс-минус. Дальше. Вижу мужчину прям в санках едет, подъезжает буквально к вам. Но как-то он странно управляет этими санками, как будто бы, как в упряжке сидит. В упряжке, да. Мужчина будет себя как-то выгодно продавать вам. Ну, типа, посмотри, какой я, да, какой я крутой, какой я стабильный, симпатичный, в меру упитанный, характер у меня положительный, дурных привычек не имею. Да посмотри на меня. Он перед вами красуется. Вы знаете, как самое лучшее оденет, да? Там машинку свою намоет. Смотри, какая у меня машина чистая, сияет, пахнет приятно. Прям будет, да, пытаться себя продать, выгодно продать. Ну, что сказать, жених, да, либо ухажер, и так можно прочитать. Но если вы мужчина, смотрите мою цыпочку, то явно кто-то пытается пустить пыль вам в глаза, да, человек самое лучшее оденет, вот может быть даже эту машину он в рент возьмет, да, в лизинг, как там называется, кошеринг, ну типа это не его машина, но вот смотри, типа моя. Да, будет там стараться опустить вам пыль в глаза, выгодно себя продать. Ну, я думаю, что вас не так-то легко обмануть, да, не так-то легко ввести в заблуждение, а вам интуиция все подскажет. Да, точно подскажет. Так, а здесь у нас хищная птица вышла на охоту. Вот здесь, кстати, может даже как конкуренция какая-то у вас случиться, состояться. Кто-то более сильный, чем вы, либо более агрессивный, может быть, человек, да, такая агрессивная подача у человека. Может быть, оно ему ни к чему. Но вот какие-то амбиции, либо нервишки себе захочется пощекотать. Как небольшая стычка на почве конкуренции случится. Ну, ничего плохого я не вижу, разве что, да, немножко горячо будет, но потом все как-то быстро уляжется. Вы еще с этим человечком, смотрите, в дорогу вместе пойдете. То есть либо на почве конкуренции не разругаетесь, но наоборот сойдетесь, там поговорите. Возможно, приятелями станете, либо, если повезет, то и друзьями. Да, какая-то еще дорожка у вас вместе потом будет. Вроде как стычка, но все хорошо заканчивается и для вас, и для этого другого человека. Но человек явно сильнее, чем вы, ну, либо такой, знаете, позадористей, да, позадористей. Бывает такое, иногда в жизни бывает. Так, еще с левой стороны улитку показывают, но с каким-то странным домиком, да, что у улитки ракушка, да, панцирь. Нет, ракушка. Улитки ракушка. Но здесь ракушка какая-то квадратная. Улитка ползет в вашу сторону. Скорее всего, какой-то возврат, либо что-то нужно будет доделать. И, возможно, вы уже там ответ ждали, вы уже результат ждали, и тут на тебе эта улитка к вам приползает и такая говорит: извини. Да, надо еще что-то там переделать, доделать, доложить, оплатить, не знаю, внести в конце концов. У вас тут голова немножко закружится от переживаний, от стресса, и вы так думаете, что делать с этой улиткой? Может, ее куда-нибудь подальше от греха, да, в мусор ее кинуть? Все, не хочу этим заниматься. Но здесь и призыв вам идет. Под каким бы предлогом эта улитка к вам не вернулась, все равно этим делом занимайтесь. Может, не сейчас, не в самое ближайшее время, не в обозримом будущем. Но поверьте, если вы до ума доведете эту улитку, вы точно не пожалеете.
не пожалеете, а наоборот, вот собой гордиться будете, что вы проявили выдержку, что вы обладаете просто каким-то невероятным терпением, что вы это дело довели до ума. Да, придется что-то доделывать, переделывать и обратно эту улитку отправлять. Ну, что поделаешь? Ну, вот, скорее всего, какая-то бюрократия. Ну, либо все очень медленно двигается и развивается. Да, проявите терпение и доведите до ума. Так, здесь у меня вы, и перед вами такая огромная миска, а ложки нет. Дилемма. Действительно дилемма. Вроде как все есть, и вы молодец, и все у вас под контролем. А вот какую-то маленькую, но очень важную вещь вы из внимания упустили. Как не досмотрели, как не увидели, пропустили. Миска есть, а ложки нет. Вот как кушать? Неудобно, правильно? Неудобно. Вы, пожалуйста, если будете составлять какие-то списки продуктов, да, списки покупок-закупок, списки основных там важных дел, все пересматривайте, просматривайте по несколько раз. Что-то вы можете пропустить очень важное, да, прям важное. Оно может быть и небольшое, но очень-очень важное для вас. Так, еще вижу человека, который напрашивается в вашу жизнь, давайте так скажем, ваш дом, вашу жизнь. Кому-то прям очень-очень хочется то ли более как-то тесно с вами пообщаться, то ли, ну, допустим, посетить вас, вашу семью, ваш дом, посмотреть, как вы живете. Кто-то прям будет напрашиваться под всякими предлогами, и вот прям человек влазит в вашу жизнь, да, вы вроде как и не пускаете, сдерживаете, а человек прям нагло лезет. Да, кто-то напрашивается. Я не могу сказать, что этот человек что-то дурное думает, но у человека есть какой-то интерес, который он скрывает. До поры до времени вы об этом не узнаете, либо не поймете. Очень, кстати, похоже, что это женщина. Женщина, да. Ну, прям лезет человек, что поделаешь. Вы вроде как упираетесь, но человек все равно найдет повод и залезет в ваш дом. Зайдет. Потому что не залезет, может, зайдет. Так, еще. Вижу, что вам придется ускориться. Ускориться, какой-то новый темп взять в своей жизни. События ускоряются, и вам нужно ускоряться, чтобы все успевать, либо везде успеть. Как будто бы что-то добавляется в вашу жизнь. Больше обязанностей, больше ответственности. Может быть, какие-то даже новые места в вашем маршрутном листе. Да, и вам придется вот прям стараться, спешить и стараться. То есть такая фривольная жизнь, она заканчивается. Да, нужно будет ускоряться. Очень сложно будет вам войти в эту новую колею, но со временем все получится. Ну, первые дни, они прям совсем такие будут, ни о чем, тяжеленькие будут. Так. И еще с левой стороны, с каким-то человеком вам придется выяснять отношения, либо разбираться. Человек, ну, выше, больше, старше, чем вы, ну, грубо говоря, выглядит сильнее, да, ну, будем говорить как есть, да, сильнее, чем вы выглядит. Но, несмотря на комплекцию этого человека, статус этого человека, я вижу, что вы сможете себя защитить, либо свое отстоять. Это, конечно, будет нелегко, не буду лукавить, но не мытьем, так катаньем, и вы себя отстоите, либо своего добьетесь. И неважно, кто против вас выступает. Да. Знаете, как люди не хотят по-доброму, да, отдавать, поступать, делать. И придется выбивать, да, выбивать людей, ну, с человека, с этого. Так, еще. Вижу шоковое удивление, ваше шоковое удивление от каких-то событий. События, которые вы не ждете, либо не ждете именно в таком ключе. Очень похоже на магию, либо на какое-то волшебство. Но у вас такое отношение будет. Вы скажете, как? Как это возможно? Как это произошло? Но это хорошее, это неплохое. Что-то, к чему вы отнесетесь как к чуду. Скажете, ничего себе, чудеса. Чудеса, да и только. Да, какие-то события будут либо чудесным сценарием развиваться, либо чудесным образом возникать в вашей жизни. Да? Ситуации, события, люди. Прям с левой стороны. И здесь как
в разные направления эти события идут, да, либо в разных сферах жизни они будут происходить. Но это хорошо, это приятно. Это приятно, и вам это понравится. Хотя объяснения вы так и не найдете, да, почему это так случилось. А вот с правой стороны вы стоите и на большую подкову опираетесь. Везение, удача, ну, либо вера в себя. Да? Человек и в себя может поверить и сказать: да нет, у меня получится, я смогу. Да? Вы удачу сами себе привлечете. Не вот эта надежда, что на бум пойду, будь что будет. Нет, вы в себя поверите и тем самым привлечете удачу в свою жизнь. Вы на подкову опираетесь. То есть, грубо говоря, задуманное будет реализовано, причем очень легко, быстро и успешно для вас. Вот чего бы это ни касалось. Вы тут в себя очень правильную позицию ставите и очень классный и правильный подход к жизни используете. Вот запомните, что вы будете делать в ближайшие 2-3 дня, и потом постоянно это практикуйте, повторяйте, и жизнь ваша значительно улучшится. Во много раз улучшится. Вам легче будет работать, легче будет общаться, легче будет чего-то добиваться, что-то получать, что-то реализовывать. Попробуйте, хорошая практика. Не знаю, может быть, вам кто-то посоветовал, и вы это попробуете. А может быть, оно само пришло. В общем, запоминайте и потом как можно чаще это практикуйте. Так, вижу, что кто-то очень бережно к вам относится, очень нежно, бережно, ласково. И вам будет это приятно. Вы рядом с этим человеком расслабляетесь и чувствуете себя крайне спокойно. Вот прям релакс у вас идет. Очень похоже, что мужчина расслабится рядом с женщиной, а женщина расслабится рядом с мужчиной. Очень нежные, ласковые жесты. Очень такое теплое, уважительное отношение. Да? Такое миленькое отношение, нежность какая-то идет. Прям очень вам понравится. Давно такого с вами не было. И вот вижу, что прям кайфанете от этого. Прям приятно-приятно вам будет. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.